Хлопзеква хатырску телехопшра. Апсо телехопшра яцнсует апсна ахадарахе, а кандидатша рычшаверга. Ишугала сыршует алхрат комиссия ахада, алхрат комиссия хада имя пнагаз отштабсара алтшокорыла, уаха ишяшу ицо аэфир далахуп ахюнткара ахадарахе, а кандидат Леонид Запшпа. Хлопзеква бзелашабит. Бзержбат, абзерашимас алхайтша. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы продолжаем прямые эфиры с участием кандидатов в президенты. И сегодня у нас в студии кандидат в президенты Леонид Юрьевич Запшипа. Добрый вечер, дорогие соотечественники, жители этого прекрасной страны. Леонид Юрьевич, у нас по традиции, я сейчас зачитаю биографию, вашу биографию, а затем перейдем к интервью. Запшипа Леонид Юрьевич родился 1 января 1960 года в селе Бармыч Гудаутского района. В 1979 году окончил Орджоникидзевскую среднюю школу номер 22 Гудаутского района. Служил в армии в группе советских войск в Германии. В 1983 году окончил Чебоксарскую школу милиции МВД СССР. После до 1990 года работал в Томской области в органах внутренних дел на разных должностях. В 1989 году был включен в следственную оперативную группу Генеральной прокуратуры СССР и направлен в Фергану. 15 апреля 1991 года был переведен в МВД Абхазской автономной республики на должность старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска Абхазской АССР. В 1991 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. С начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов являлся старшим офицером охраны председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арценба. С 27 октября 1993 года начальник оперативного реагирования МВД Абхазии. 2 октября 1993 года был назначен заместителем министра внутренних дел, начальник управления внутренних дел города Сухум, военный комендант. 24 февраля 1995 года назначен заместителем министра внутренних дел. 12 июля 1996 года назначен заместителем председателя службы государственной безопасности. 22 сентября 2010 года указом президента назначен министром внутренних дел. Специальное звание генерал-майор милиции. 29 июля 2013 года баллотировался в депутаты Народного собрания. В настоящее время является председателем общественного объединения «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию». Женат, отец 5 детей. Теперь можно переходить к нашим вопросам. Несколько лет назад, когда вы возглавляли Министерство внутренних дел и деятельность сотрудников ГАИ активизировалась, про вас стали говорить, что вы, возможно, будущий президент Абхазии. Но сейчас ситуация другая. Возможно, вы не фаворит нынешней предвыборной борьбы. Это мое субъективное мнение, поэтому простите меня. И тем не менее, почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Абхазии? Спасибо, хороший вопрос, правда неожиданный. Я хотел бы так сказать. Я на самом деле сегодня готов и иду вместе с командой на высший государственный пост. Если народ, избиратели, многонациональный народ Абхазии доверит эту высокую должность, то верой и правдой я и мои сторонники, мы все объединенно будем строить наше общество, вести наш народ вперед. Вот вы, практически задавая вопрос, ответили в первой части. Да, когда был министром внутренних дел, разные разговоры были. Да, и период правления и 2, и 3 года тому назад, когда выборы были, когда выбирали Анкваба Александра Золотинского. Много вопросов было, но я тогда не готов был. А сегодня, учитывая ситуацию, когда увидел, честно говорю, достойных
людей, честных, порядочных. Да, много. Я против своих коллег ничего не могу сказать. Но мы все были на государственной службе, в управлении нашим государством. Мы служили своему народу. На протяжении 20 лет наш народ знает, кто и как, что делал. Вот я сегодня могу сказать с уверенностью, в случае доверия, поставив всех рядом, попросив, мы нашу страну, наш народ, мы просто должны ситуацию переломить. Мы должны поломать существующую систему. Эта система не служит нашему народу, нашим гражданам. Поэтому я сегодня готов, и многое после выборов сядем, обговорим, объедем все уголки нашей прекрасной страны, общаясь со всеми в селе, в деревне. То есть вы вот так позитивно настроены на выборы и на послевыборный период? Но за это короткое время сложно всех объездить. С удовольствием я это делаю, в день по 3-4 встреч в разных уголках. Я просто обращаюсь, пользуясь моментом, хочу сказать нашим гражданам, дорогие наши граждане, я с удовольствием, но имели бы еще месяц, конечно, мы все могли бы охватить, но после выборов, в случае доверия, я со своей командой сформировал в кратчайшие сроки, за пару месяцев можно всю нашу Абхазию, наша Абхазия и большая, и небольшая, можно его в день, планирую несколько встреч, изучая, как живут наши граждане, быт, какие проблемы. Я хотела спросить, как проходят ваши встречи с избирателями и чаще какой вопрос задают вам? Знаете, самый главный вопрос наших граждан, избирателей, волнует дисциплина, порядок, безопасность. Люди хотят жить спокойно. И все вопросы, особенно армянской национальности, вы знаете, нас, абхазов, более 100 тысяч, армянской национальности более 50 тысяч, русской национальности более 20 тысяч, греки и так далее, и так далее. Мы многонациональная страна. Это здорово. Но, понимаете, особенно армянская национальность, и абхазцев в первую очередь, волнует, что творится у нас в стране. В городах и районах нет спокойствия в наших душах, в наших семьях, в наших дворах, в наших улицах, в поселке, в городе, в районе очень много проблем. Я встречаюсь искренне, говорю, и как и сейчас, перед избирателем, перед народом нашим, порядок можно навести. С участием всех слоев населения. Вы были в оппозиционном блоке вместе с Раулем Джунковичем Хаджимба. И когда свою кандидатуру выставили отдельно, родились разного рода слухи, в том числе о том, что Рауль Джункович вам в команде предлагал разные высокие должности, но вы от этих должностей отказались, потому что хотите, по крайней мере, решили попробовать свои силы в качестве президента страны. Да, интересный вопрос. Я, кстати, очень часто в последнее время это слышу, разговоры идут. Да, мы были и остаемся в одном оппозиционном блоке. Возврата к прошлому, что не будет, я это знаю как ясный день. Но мне в команде Рауля, я, во-первых, мне никто ничего не предлагал. Я когда определился с близкими, родными, когда сам довел свою мысль, что я готов в случае поддержки, мне у себя в организации сказали, что будет такая поддержка. И я, когда пришел на координационный совет, также и заявил, там много людей сидело, все члены КС, и представители разных штабов были. Я сказал, Рауль Джункович, зная, что вы не идете, неоднократно это заявляли, я сказал решение несколько дней тому назад перед тем, что было принято мной и моими близкими. Я это озвучил. Конечно, не всем это понравилось. У меня свой путь. Не испортились ли ваши отношения с Раулем Хаджимбом? Мы друзья, он постарше меня, этого человека уважаю. Да, многое мне в команде не нравится, но у меня свой путь, у него свой путь. У нас какие-то договоренности есть. Но это, я думаю, если даже спросите, я готов это сказать. Мы в любом случае, мы договорились, что мы всегда вместе были, мы всегда обговаривая, будем идти вперед. Никаких проблем не вижу. Но это разные разговоры, кто запускает. Я думаю, это нечестно и непорядочно. Никто мне ничего нигде не предлагал. Я свой путь выбрал, проинформировал вовремя, задолго, зная, слышу, что не идет этот человек. Но это его право было, я же ничего не придумывал.
А когда я объявил, конечно, для некоторых людей это было как удивление. Ну, пускай дальше удивляются, а выбор делать будет наш народ. Вы готовы стать президентом страны, где реформы нужны в каждой сфере, где в первую очередь ждут от нового лидера страны консолидации общества. Население ждет быстрых перемен и хорошей жизни. Как это можно осуществить? Ну, знаете, на самом деле нашей стране надо быстро, придя во власть, после избрания, в случае доверия, такого высокое доверие, если окажут наш народ, то это и в церкви было уже сделано, батюшка нас приглашал, я тогда в интервью заявил на абхазском и русском языке: в случае моего избрания я попрошу всех моих друзей, коллег, кандидатов в президенты, вместе со всей командой, чтобы рядом встали, чтобы мы пошли вместе и повели наш народ. Это необходимость уже. За 20 лет наши люди устали, наши избиратели устали. Вместо того, чтобы строить, проводить реформы быстро, в кратчайшие сроки, обговаривая, внутри, с народом советуясь, на местах это решая, мы сегодня разделены на богобщистов, хаджимбистов, анквабистов. Прошлого возврата нет и не должно быть. Как бедный Сергей Васильевич говорил, от чистого листа перевернул, не искать прошлые ошибки, промахи. Это нас никуда путь поведет. Нам надо все сконсолидировать, все общество настроить на строительство нашего государства. А быстрые, эффективные реформы – это экономические, социальные сферы. Надо бороться с коррупцией, надо бороться с чиновничьим произволом, надо поднимать сельское хозяйство, малый и средний бизнес развивать надо менять многое, правоохранительной системы, судебной, все, знаете, говорят, у вас есть программа, у вас есть планы. Да, они есть. Объединив всех, сев за стол, лучшие умы собрать, и надо начать национальную экономическую программу составлять с выездом, общаясь во всех уголках. Вот по поводу конкретики. Вы сказали, все практически кандидаты говорят об объединении, говорят о консолидации общества. Как вы себе это представляете? Вот в случае вашего избрания через месяц у вас может быть решение этого вопроса, может быть, будет зависеть от вас. Как вы себе это представляете? Я, не задумываясь, представляю, еще раз готов повторить, у меня никаких амбиций никогда не было. Я этот путь выбрал осознанно и знаю, куда иду, и зачем иду, и что днем и ночью, что надо работать на благо нашей страны. И мы не идем управлять, а служить своему народу. Обмен должен быть с самого низкого, самого простого человека, крестьянина, и связь через представительство напрямую с главой государства, эта связь должна быть. Люди, 5 человек, 10 человек, независимо от количества, пригласили, глава государства вместе со своей командой должен прибыть, или через представителя, а лучше напрямую. Надо все проблемы, у нас очень много их накопилось, просто люди хотят общения, люди хотят, чтобы их слышали. Начиная с быта, просто с земли надо начать. Бережно относясь к нашей земле, обрабатывая его, создавая все условия сельского хозяйства. Мы аграрная страна, а самое главное, должен быть покой. Должна быть дисциплина, начиная от псов до ингур. Любой человек, выбрав ту или иную профессию, госслужбу, он должен понимать, что дисциплина, в первую очередь, что это вовремя. Человек должен принять, выслушать, довести это дело до конца и ответить. Очень много вопросов, всевозможных, различных. Надо с этого начать. Вы сказали, что у вас есть программа, и в случае вашего избрания эта программа будет реализована, вы четко себе представляете, у вас есть планы. Есть команда, с которой будете реализовывать свою программу, она сформирована? Команда есть, как и у меня, и у всех кандидатов. Но я хотел бы еще раз подтвердить свои слова. Надо со всех команд, со всех штабов в случае победы попросить встать рядом, лучшие умы используя. Программа у всех есть, но эта программа пишется после выборов.
Эти программы многие начаты с помощью Российской Федерации. И им выгодно по опыту Сингапура, Тайваня и так далее. Эта работа начиналась. Это громадные суммы. Первоочередные задачи решая, создавая национальную комиссию, национальный проект, чтобы составить, надо лучшие умы привлечь. А у нас есть. Но в одной команде это не может быть. Это обман. Это никуда идущее сама. Нельзя так говорить. Нам надо, объединив всех, поставив задачу, эту программу надо разрабатывать не один день, не 2 дня, решая наболевшие вопросы, текущие, сегодняшние, завтрашние. Мы на завтра, на несколько лет вперед должны планировать. Это будут делать лучшие умы и с приглашением. Поэтому это будет обсуждение всенародное. А сегодня программы можно написать, знаете, они есть. Но эти программы, наверное, чуть-чуть не соответствуют. Надо вместе. Когда мы напишем, когда мы обдуманно доведем до людей и его будем поэтапно реализовывать, вот это будет тогда программа. Я еще раз говорю, Россия в этом заинтересована. Они на нашем опыте, на небольшой территории, нас 250 тысяч. Знаете, за короткое время надо в первую очередь поднять жизненный уровень нашего населения. Особенно с деревни начать. Вы помните, когда в советское время село и город, практически все границы были стерты. В каком смысле? Когда деревня, село кормит город. Когда в деревне все благополучно. Человек не думает, утром вставая, как одеть, обуть, в какую школу пойдет, какой сад, какое рабочее место в селе, в деревне. Что мы сохранили? Мы за последние 10 лет, я не говорю сейчас, прошлые ошибки не ищу, но да, время, наверное, такое было. Сегодня у нас есть реальная возможность, да, все это поднять на должный уровень. Где есть порядок, где есть дисциплина, там и бизнесмены, и собственный народ будет как-то по-другому относиться. Дай ему чем зарабатывать, дай ему рабочее место, дай молодежи, чтобы они участвовали во всех сферах жизни. Понимаете, когда вот так комплексно, здесь ничего придумывать не надо. Мы и все это видим, мы через это прошли. Я в селе, в деревне родился. Но сегодня о дороге, об электроэнергии, о водоснабжении, о садике, о садах, о школах или о клубах, где элементарно вечером свой досуг. А куда наша молодежь пойдет? Где они участвуют? Где наши старейшины? То есть много вопросов, которые в комплексе, когда будет порядок, когда будет согласие, когда мы объединенные, мы все это просто преодолеем. А у нас другого пути нет. Мы это будем преодолевать очень быстро, согласованно, меньше проблем будет. Мы многонациональная страна. Помимо того, что мы всех объединили, да, сторонников, где бы кто бы ни был, используя всех лучших, нас немного. Если было бы нас несколько миллионов, можно было одним уйти, другие пришли и управляли. Нет у нас такой возможности. И слава Богу, я вам искренне говорю, я поклялся, готов пойти в святыни. Если наши жрецы готовы поклониться перед памятью погибших в парке славы, что все, что говорю, искренне, чисто, люди должны быть честные. Люди, если идут во власть, должны понимать, что работа нелегкая, работа неблагодарная, но ближайший год, работая, кто выбрал этот путь, чиновничьи, люди должны жить спокойно, в мире согласия, чтобы их никто не беспокоил, чтобы они ездили по дорогам, где бы это ни было, чтобы мы к никто этим их не темам трогал. еще вернемся, Да. чтобы наши вопросы не остались неозвученными, поэтому я прерываю вас. Можете перечислить качества, критерии, по которым вы будете отбирать людей в свою команду? В первую очередь, человек должен быть патриотом. Человек должен быть заинтересованным. Он должен понимать, что это его страна, у него другой родины нет, что это его народ, что он родился и вырос на этой земле, в городе, районе. Он в первую очередь должен добросовестно к этому относиться. Знаете, люди мы разные, и когда вот такой настрой пойдет сверху донизу, да, и вот я думаю, тогда будет по-настоящему профессионалы должны быть, молодые должны быть. Вы у нас в команде видите, вот вице-президентом идет Абитов Борис Магомедович. Правительство возглавит молодой, интересный, интеллигентный, знающий свое дело, добропорядочные люди, как Максим Гвинджи Харитонович. Понимаете, он за внешнюю политику отвечал, а я за внутреннюю. Мы за время работы, я в этом парне увидел очень много хорошего. Понимаете, вот так, Рафаэл Ампар, многим с других штабов, всем хватит места. Всем хватит, главное, не место красит, а работа. Но мы небольшая страна, у нас сегодня есть возможность построить наше будущее.
Мы в ближайшие 10 лет мы имеем, вот мое поколение, мы должны своим детям это все придать. Элементарные вещи, мы едем к соседям, близким нашим в Россию, в Адлер. Элементарные, молодежь не знает, где просто доступ провести. Неужели мы это не можем создать? Создавая в районах, селах, в городе Сухом, необходимые дворцы спорта, кинозалы современные. Неужели такая помощь громадная идет с России? Впредь, конечно, эта помощь просто так даваться не будет. Мы, разрабатывая планы на сегодня, на завтра, на долгосрочные, мы эти вещи должны предусмотреть в ближайшее время, чтобы люди знали, у нас молодежь прекрасна. Программа должна быть специальная для них. Они должны во всех сферах жизни участвовать, понимаете, в управлении государством, везде. И, конечно, они должны время проводить. Мы должны сделать вот это участие молодежи, должны мы их отвлечь. Мы должны, вот, представляете, наркомания у нас это беда нашего общества, захлестнула такой процент, понимаете, а чем людям заняться? Мы должны вот это все разбавить, а те люди, которые заболели, им надо дать возможность, чтобы они могли лечиться, а вот ввоз, доступ наркотических веществ, конечно, это должно быть закрыто. А люди пораженные, еще раз говорю, это больные люди, их надо лечить. Для этого государство должно позаботиться. Если мне не изменяет память, в истории выборов в Абхазии впервые вице-президент не абхаз. Почему вы приняли такое решение? Ну, я же говорю, надо нам жить по-современному и по-новому. Абазины и Абхазия – это один народ. Вы знаете, какое время это их родина, вот, их земля. Они также относятся. На Северном Кавказе абазин более 32 тысяч живут. Я имел счастье уже второй раз, уже после регистрации, мы с вице-президентом Абитовым Борисом Магометовичем поехали, буквально позавчера я вернулся, в 5-6 аулах, Псыж, Красный Восток, Черкесске, вот, где Апсуа, понимаете, даже название, вот, через горы нас разделяют, понимаете, вот, это наш близкий народ. И почему вторым лицом государства не должен быть абазин? Знаете, я думаю, много проектов в ближайшее время будем обсуждать в случае избрания, в случае доверия. Вот, российское руководство давно, и слава Богу, что Медведев-Путин, Путин-Медведев. Знаете, в ближайшие 10 лет мы имеем возможность вот эти проекты: аэропорт, железная дорога, граница ПСО и дорога, связывающая нас 250 километров с нашими братьями, с Северным Кавказом. Представляете, какой скачок, порты, курортная сфера, это, нас мало, да? Вот сингапурский вариант, говоря о Сингапуре, территория намного меньше, но 4 миллиона проживает. А у нас территория более 7 тысяч квадратных метров, но 250. У нас всем хватит места, но государство для этого должно постараться. Не надо нам бояться открытия железной дороги, открытия дороги на север, на Северный Кавказ к нашим братьям. Просто органы государственного управления, чтобы люди были спокойны, чтобы наш народ ни о чем не беспокоился, открыто говорит, какие меры будут приниматься. Если грузы будут идти, кто инфраструктуру железной дороги? Мы же не сможем в ближайшее время, я не говорю никогда, но в ближайшее время, это польза только для нашего народа, в казну, пенсии, заработной платы, много же все поднимется. Но такие архитектурные здания, вот вокзалы, какая прелесть. Кто это восстановит? Вот как и дорога. Вот за 9 лет перед Олимпиадой. Для чего дорога была сделана? Мы же своим бюджетом не сделали бы никогда, но в ближайшее время, 5-10 лет. Но построила же, помогли нам построить, освещенная трасса. Ну, что лучше? Ну, точно так же железная дорога, аэропорт заработает, границы не будет на ПСО, когда мы укрепим Гальскую границу, Гальское направление. Там один переход должен быть, один мост был. Мы мосты строим с нашим врагом, с сожалением говорю, с которым у нас ни мира, ни договора никаких нету. Они готовятся к войне, а мы им переходы строим. Наверное, это тоже неправильно. Надо пересматривать все это. Закрывая там, надо открывать с нашим добрым соседом, который всегда нам говорит:
Господа хорошие, что вам надо? Чем помочь, чем поддержать? Вот как раз на эту тему вопрос, как я перейду к вопросам от телезрителей, просто в тему. Как вы относитесь к документу об ассоциированных отношениях с Россией, если на самом деле он существует? И какая у вас будет позиция по отношению к тем людям, которые готовы его подписать? Адлиба Джульетта. Спасибо за вопрос. Но я еще раз говорю, нам ничего бояться в этой жизни не нужно. Но главное, я не видел ни одного документа, отвечая на этот вопрос, об ассоциированных отношениях разговор пошел здесь у нас внутри. Не хочу называть имена, фамилии, но это при нынешней власти, то есть при власти предыдущей это было поднято. От Москвы, от России таких предложений не было. Мы свободная, независимая страна. Нас Россия поверила, нас Россия признала. У нас более 80 договоров. Если что-то не хватает в этом плане, нам говорят, упорядочьте законодательство, синхронизируйте, дайте в социальной сфере много предложений. А это все это наша вина. Наша предыдущая власть это все как-то сдерживала, не решала. Что касается границы ПСО, она давно должна была быть открыта. Что касается аэропорта, что касается железной дороги, что касается газификации и многих-многих вопросов. Чем плохо, если наши граждане, мы более 80%, да, граждане как Абхазии, так и России, да, этот вопрос тоже после выборов в ближайшее время, это опять наш вопрос. Мы не ставили. Руководство не ставило предыдущее. Нам надо это узаконить уже. Узаконить надо. Это гражданство приостановлено. Там много вопросов. Надо решать. Мы должны ставить. А Россия нам в этом не отказывала. Они ждут от нас предложений. А потом все это уравняв. И заработные платы надо повышать. У нас бюджет 5 миллиардов. Вы знаете, теневая экономика более 25 миллиардов. А это же не секрет. Надо нам в этом плане надо все налаживать. И все делать прозрачным. И о ассоциированных отношениях, когда предложения поступят, да, мы будем обсуждать это с народом. Парламент будет обсуждать. То есть за все вот эти блага дружественной России не стоит статус Абхазии? Нет, но это вопрос, им, во-первых, невыгодно это. Все, можно мы перейдем к другим вопросам? Я боюсь, что мы их просто не успеем потом озвучить в эфире. От родителей заключенных в Дранской тюрьме. В Дранской тюрьме большое количество заключенных, зараженных туберкулезом. В 2014 году 3 смертельных исхода от данного заболевания. В случае вашего избрания, как решите данный вопрос? Хороший вопрос, знаете. Вот я будущий Если министр... возможно, коротко. Да, я коротко. Будущий министр внутренних дел в программу по моей просьбе Сергей Васильевич, Царство ему небесное, Кристина Азган в курсе, мы 100 миллионов предусмотрели. Это на 12 год было предусмотрено, но мы в 2011 году начали делать ремонт. В тюрьме сидят, отбывают сроки наказания наши граждане. Они уже понесли показания, суд определил им меру, но там условия содержания должны быть идеальны. Они должны соответствовать всем международным стандартам. Они наши граждане. Они после отбытия вливаются в наши семьи, наше общество. Они должны быть здоровыми, крепкими. И возвращаясь в семьи, в наше общество, в нашу страну, они должны полноценно вливаться. Поэтому содержание на особом... Вот мы тогда начали, я просто не успел. Там все условия должны быть. Да, там много нарушений, вы знаете, наше общество знает, потому что там все близкие, родные сидят. Поэтому это вопрос номер 1, там надо наводить порядок. Да, и в дальнейшем я попрошу отвечать на вопросы коротко. Кристина Нанба спрашивает, при рождении одного ребенка родители получают единовременное пособие в 10 тысяч рублей. Нельзя ли увеличить эту сумму при рождении второго ребенка? Все можно. Все можно. Есть для этого всевозможные программы. Не надо здесь изобретать велосипед. Эти программы работают в России. Нам это принять опыт несложно, но я знаю одно. Надо поощрять. Кто создает семьи всевозможными кредитами, беспроцентными. Молодым семьям надо помогать, чтобы они создавали семьи. А если ребенок рождается,
надо этому радоваться, и государство все должно делать. Не, там какие выплаты вы сказали? 10 тысяч. 10 тысяч. За одного ребенка. За одного ребенка. Я думаю, это маловато. За первого ребенка. Приоритетным направлением для нашего государства, чтобы население росло, в первую очередь об этом надо думать. Эти цифры мизерные, да, эти суммы, они должны расти. Мы будем помогать молодым семьям. Я многодетный отец, я знаю, что это такое, как это тяжело, ну и родильные дома, и все, это все на государственное обеспечение должно быть. Но медикам, уважаемым людям, они как вот правоохранительный блок, да, поднимая уровень жизни, давая все, и заработную плату и так далее, но требуя, контролируя, но медикам тоже надо давать возможность, у них зарплаты должны быть достойные, чтобы они... Вот примерно такой вопрос был. Психологихан ярастаро брехшера и уртача плюса харджилмова паралом фю ахатара филшума уезко программа фюмума и шпашиц бобрия стара хацау. Яркешный шумхе, яркешный ухозер уи хунткар явал. Ачар схи дискос хрцхаров. Нас абри родильный дом шумхе убраз зиги убрах инез ахчахшара зоо ахсахчкуине убрах убри хунткар зиги ахашта ягару. Убра ахшома зиги рухту ахчиира яцхрау зиги хунткар ахзил ягзар. Елкап. Аптека чаиртиwa ахушква рухуир хатабзири, а контроль акацара залыр шахома. Шарари аздара шпафиц пуха, а баси гуицхот дашажки телехопш. Уи агубзира ядхилоб, хаважлы ридхилоб, хахушква и ридхилоб, зиги ридхилоб, абсни икунху амилатку зиги. Абри Приднестровская Молдавская республика Аяу, убра сарис бехет, сахет, убра айкуша атрагоя, хабжах цахет, убра ахушка, абри хабсна хара, агдит хаждумара, абри италу рызик, абри контроль казана, игуатана, ихишто, абри срокка, анжет, уи изапыргату, ивтир зыкамло, хаварда, иро, абри ипхасто, ахуш. Обри контроль казату. Избан абзар. Уйо юхштра ацмхрас يقبزيري حي يتفخر قلود. Обри يسحز حرا يحزاي قبدرا Приднестровская Молдавская республика. Обри программу баси казоб. Ахш за срок цаз, зам тацаз, а магазина тома, аптека тома и хыбзала, геразакал икукана икургу. Резцара ныстуя до президент Якухарм извал Уацбараханас ярышты зарсап хероб Чимчира район инхоп хуск тцауит лыпшмилар ялыцит хюках шара драну абаль элемент куйшадзом швере хышмауэр это голосаш. Ну уяб яшадзом ларейц ао нас тглазашу сироп. Аха баусурта имам заря. Баусурта итуту. Ахаяб аб ахшара ан лымасра хчкоз банижу. Уи тенхадиму баюза диму аусурта апшана уи изохто дипшару. Ахера казто сараслук шату. Адал тгыл шашат фиу базану. Ахуи хунткарги хчик цхрал лыртару. Илкау. Славик Спиридон и Палацшбатзауит. Кишмария юкгала мираб кишмария юкгала раджа. Бишкуаз худру кудспит. Шерафигу яна гоя темала. Амала сарабас ажла рышка схнар хуну бас харстахуб уи казто мираб кишмария сюзе ёк да икулок зикрсусро аха мираб кишмария ихаз сари сахвон сислам хала сахвон уи яшни хид яхаги яцги гдота сарайха гдотам сахвон абраха эфирашка ишешва эфирашка сахвон обра гдота джермики жирулана хбажа банизк апарашо ируло рачо يقو بتاعشرة خرجينين سروي ساعة شو استخدمت أخويو أبري يبجي أخونا ناس عند كارج نيس وبري خرزايم سو سرا أجدر أقرص سرقرست أخو يبجي أخونا ناس وبري أبري نيخز يرحانزا يلي حلي خانزا يلي خانزا بسنرا ويا جزقيم سو أبري خرزا حزيلم كاوا أبري ناس أخوتشوا حرابري نورس عشا بودش يزرم حقن حزاي
يحبيبش حيخا يخي حمو وسبي حبيبش أبري حوشكا أجاريز حوا يزبرم حخو أبري شناقل ويمشل ينزود باجا با أعتراك تشلا أعتراك شكار سخالص في ترقي سحوت يبخشوا أخوي ميرابكي قيصوم سرقي قصوم كشمارية سرقي قصوم أبري سمي قصوم يرى يزجو ويش فارو شيشوك نجوح عند كاري شرطر نيازو يجق عمله شرا شبانة جرزاو شبانة شمساخن سجيجو سيال где созбирал شمساخن عمله ويشي موسو وبس قصته чик даз хуцери ходаз хуцер бзи. Я не буду спрашивать, есть ли у вас программа по развитию экономики страны, потому как очевидно, что ее не может не быть для команды, которая через месяц придет к власти. Сформулирую вопрос по-другому. Какая средняя заработная плата должна быть у гражданина Абхазии? Средняя заработная плата у гражданина Абхазии на сегодняшний день, в ближайший год, не меньше 20 тысяч рублей должно быть. Не меньше. Это мало. Но исходя из внутренних резервов. Мы же должны знать приход и расход, да? Но она со временем должна расти. Что касается силового блока всего, не меньше 30 тысяч. Люди, которые призваны защищать, люди, которые по лезвию ножа ходят, им дав заработную плату, поставив задачи новые, и с них надо спрашивать. Вот я, общаясь с простыми людьми, сделала для себя набросок, как хотят жить наши граждане. Безопасность, законы, защищающие права граждан, высокие зарплаты, собственная жилплощадь, качественное образование, хорошая машина, поездки за границей. И главное, вот все готовы работать с утра, с раннего утра и до позднего вечера для таких благ. Есть ли ресурсы в нашей стране и как их правильно использовать для того, чтобы осуществить то, о чем я вот говорила выше? Но я согласен, знаете, с любым человеком, это же вопрос, да? Он правильно сформировал вопрос, но для этого мы на самом деле, первое, что я хочу сказать, наш народ законопослушный, наш народ трудолюбивый, наши люди хотят красиво жить, красиво одеваться, на красивых машинах ездить. Это здорово. Я это всегда поощрял и поощряю и понимаю. Но для этого нам надо поработать. На себя, на благо и на государство. И я вас уверяю, обеспечивая всем необходимым безопасностью, порядком и давая рабочие места, все возможности у нас есть. И мы пойдем вперед и будем красиво жить. И ближайший год это наш народ, наши люди почувствуют. При нормальной, слаженной работе. Ни праздников, ни выходных, днем и ночью. На протяжении года, кому положено, всем чиновникам, от президента заканчивая до рядового солдата, я думаю, тогда у нас будет достойная жизнь. Я поняла, Леонид Юрьевич мне дает режиссер знак о том, что наше эфирное время подходит к концу, у нас еще есть менее 2 минут, поэтому у вас есть возможность в завершении интервью сказать о самом важном и главном вашим избирателям. Абхазия станет для любого человека достойным место, где гражданин не будет чувствовать себя в безопасности. Люди должны жить мирно, спокойно, иметь место работы. Это наше приоритетное направление. Заработные платы, пенсии должны быть достойные, хватать на жизнь и на благополучную старость, да, достойную старость. Создавая рабочие места, помогая малому и среднему бизнесу, которого у нас нет в стране, мы должны поднимать людей. На самом деле наша страна, наш народ трудолюбивый. Знаете, по-большому нашим гражданам не нужно мешать. Им надо просто помогать, кредитовать, направлять, и они будут все блага свои создавать. Ну и самое главное, 4-е выборы, хочется, чтобы люди не ошиблись очередной раз. Люди выбрали того президента, который их будет слышать,
которая не будет, подкупая предвыборную кампанию, вот вопрос же был, да, к сожалению, это присутствует, но это ваши деньги, это ваше, все, что вы должны были за 20 лет получить, вы это сразу не получите, но надо делать правильный выбор. Надо думать не только о себе, о будущем детей, внуков и о будущем нашей страны. Леонид Юрьевич, спасибо за интервью. Я надеюсь, вы были искренни в своих ответах. Я был искренне и мало, конечно, сказал. Еще можно было бы сказать. Еще есть время. Спасибо. Удачи. Спасибо. Хатырску телехопшчам сарай шугаласыршует уаха ишьяшуйцу эфирала хастудия чутсасна джахтаз апсна ахадарахи а кандидат Леонид Запшпа. Отже идырбахойта кандидат Аслан Бжания изку афилем. Уи астудия чудакана сапшачна. Общашачна хайзыпшу по кандидат Рауль Хаджимба. Шарисари хайба будет общашачна. Абзерас. Табу. Абзерас. Табу.